Гульнара Каримова. В прошлом поп-звезда, дизайнер, меценат, бизнес-леди. Когда-то влиятельная и успешная. Сейчас, по ее словам, находится под домашним арестом. Она – одна из самых богатых женщин Центральной Азии. Именно поэтому происхождением ее денег заинтересовались как журналисты, так и правоохранительные органы сразу нескольких стран. Первоначальная сумма, которую Каримова получила от Телия Санера – $320 миллионов. Это действительно огромные деньги. А после того, как я начала расследование, выяснилось, что это был $1 миллиард. И это еще не все деньги, которые она получила только потому, что она дочь президента. По данным журналистов, в списке компаний, от которых Каримова получала вознаграждение, были Wimpel.com, Альфа Телеком и МТС, которые перечислили на ее счета более $980 миллионов. Гульнара Каримова была вовлечена не только в бизнесе Телеком, это была лишь маленькая, одна из как бы веток ее бизнеса. Министерство юстиции США и Нью-Йоркский суд попросили правоохранительные органы Швеции заморозить $30 миллионов компании «Текиланд», которая принадлежит, как утверждают следователи, сообщникам Гульнары Каримовой. Прокуратура самого Узбекистана обвиняет ее в незаконном присвоении денежных средств на сумму $53 миллиона. По мнению экспертов, таким образом президентскую дочку пытаются вывести из-под удара. Если она выйдет из страны, если прекратится расследование в Узбекистане, тогда в таком случае она должна будет давать показания уже другим следственным органам в Швеции, в Швеции, в Нидерландах и в Соединенных Штатах. Подобная ситуация происходит и в Азербайджане. Та же самая шведская компания Telia Sonera владеет почти 40% акций одного из главных операторов – Azercell. Известная журналистка Хадиджа Исмаилова выяснила, что Azercell контролируется дочерями президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они прячут свои имена за офшорными компаниями. Иногда используются 30 или 40 компаний. Лейла и Арзу Алиевы владеют еще одним крупнейшим оператором мобильной связи в стране – Азерфон. По данным исследовательской организации Heritage Foundation, Азербайджан попал в список стран с частично свободной экономикой, а в Узбекистане политика в отношении экономики оценивается как репрессивная. Дарья Кудрявцева, «Настоящее время».